Taciklarning mahallasi. Tezdas. Bir 20 aşık uy o'rtandi mana. Ketdiga mana shu Putir degan joyga Buter zastavada turadi tug'anlari. Buter durayıq. Bismillahirrahmanirrahim. Buter dur, Buter de! Пограничный конфликт, произошедший 29 апреля 2021 года на таджикско-кыргызской границе, как известно, унес жизни нескольких десятков человек в Кыргызстане и Таджикистане. Около 300 человек получили в ходе столкновения ранения различной степени. Этот конфликт следует рассматривать через призму цепи событий, происходивших на границе двух государств за последние 2 десятилетия. Слабости и неспособности органов государственной власти Кыргызстана управлять страной. Более того, он является частью той большой, но опасной игры, которую ведут кыргызские политики и политические партии, используя патриотические чувства своих граждан. Сегодня средства массовой информации Кыргызстана, политические, государственные деятели, работники, сотрудники правительственных организаций, неправительственных структур пытаются найти в лице таджикского народа виновника событий, которые произошли на границе Таджикистана и Кыргызстана 28-30 числа. Всю ответственность за события хотят переложить на плечи Таджикистана. Если просто предшествующие этому конфликту события проанализировать, то все эти обвинения распадаются как карточный домик. Агрессивные заявления прежде всего исходили от кыргызской стороны. В этой связи я хочу просто напомнить, что в Таджикистане прошел первый после пандемии раунд переговоров по границе. В городе Гулистоне эти переговоры проходили, в таджикском городе. Таджикская сторона, чтобы не будоражить народ, об этих переговорах практически ничего не сообщила. Только ограничились тем, что сказали, прошли переговоры в духе взаимного понимания. А глава кыргызской делегации Камчыбек Ташиев, председатель ГКНБ, как только приехал в Бишкек, сделал для СМИ Кыргызстана заявления. И эти заявления были довольно жесткие, в пренебрежительной форме. Эти заявления были фактически ультиматумом Таджикистану, что Кыргызстан намерен решить вопрос с позиции силы. Водораспределительное сооружение «Головное» на реке Исфара, где произошел последний конфликт, был построен в 1968 году в рамках крупного трансграничного ирригационного проекта на средства из бюджета СССР и предусматривал орошение десятков тысяч гектаров новых земель на территории Кыргызстана и Таджикистана. Это сооружение эксплуатируется 3 приграничными государствами – Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном по взаимному соглашению. Любое действие, касающееся его функционирования или осуществления контроля над водными ресурсами, должно согласовываться. А вот и документ, подтверждающий, что водозаборный узел Головной находится на территории Таджикистана. Во-первых, река в документе называется Исфара, а не Аксу, как теперь называют в Кыргызстане. А второй факт более убедителен. Вот выдержка из документа. Сооружение находится в 970 километрах от Г. Фрунзе и расположено в поселке Октябрь-Баткенского района Алжской области Киргизской ССР. Но нет и не было поселка Октябрь Киргизской ССР в указанном районе. Однако кыргызская сторона в одностороннем порядке, без каких-либо согласований и предупреждений соседних республик, установила на сооружении и прилегающей к нему территории 4 камеры наружного наблюдения для контроля использования воды в бассейне реки и ее прохождения через шлюзы.
Отсутствие паритета в этом вопросе, односторонние шаги и многочисленные препятствия, создаваемые кыргызскими военными таджикским специалистам в процессе водораздела, становились в последнее время причиной усложнения контроля по использованию водных ресурсов реки. Для того, чтобы отбросить все сомнения в том, что кыргызские специалисты не нарушают систему распределения воды, чтобы установилось между сторонами доверительные отношения, было бы целесообразно, чтобы таджикская сторона установила собственные камеры видеонаблюдения. Это было бы своего рода альтернативным решением на справедливой основе, которое могло устранить все разногласия. Однако в процесс установки камер видеонаблюдения, о котором заранее была информирована кыргызская сторона, вмешались агрессивно настроенные киргизские пограничники и население близлежащих кыргызских аилов. Для того, чтобы затеять конфликт с заранее продуманным применением оружия, к сооружению головное было мобилизовано от 250 до 300 граждан Кыргызской республики. Кыргызские молодчики, несмотря на разъяснения таджикской стороны, что специалисты устанавливают камеру на своей территории, напали на специалистов и спилили столб с подвешенной на нем камерой. На место происшествия срочно прибыл председатель города Исфара Сагдийской области Бахаведин Бахадурзада, который рассчитывал убедить кыргызскую сторону, что вопрос обязательно будет решен мирным путем. Однако кыргызская молодежь стала забрасывать собравшихся напротив граждан Таджикистана камнями. Пограничники Кыргызстана не только не захотели слушать мэра города соседнего государства, но открыли стрельбу с целью физического уничтожения граждан Республики Таджикистан. Прицельным выстрелом из снайперского оружия Бахадурзада и таджикский пограничник были ранены. После некоторого затишья кыргызские военные начали уже беспорядочную стрельбу изо всех видов огнестрельного оружия в сторону прибывших на место события сотрудников таджикских силовых структур и удалившихся на почтительное расстояние жителей таджикской общины. Одновременно провокации были совершены и в других приграничных районах. Осуществлено нападение на пограничные заставы. Подверглись обстрелу село Хаджаи-Айло и поселок Саманьон из Фаринского района, Джемаат и Хистиварс и Овчи-Калача на территории Бабаджан-Гафуровского района. В результате этой военной агрессии Кыргызстана с таджикской стороны погибли 19, получили тяжелые огнестрельные ранения 83 человека. Было сожжено или разрушено более 50 домов. Пограничные заставы, постройки и объекты инфраструктуры. 29 апреля текущего года примерно в 15:30-16 часов школа стала целью обстрела кыргызских вооруженных сил. В это время дети были на занятиях и не знали, что по ним откроют огонь. Дети услышали выстрелы, сильно испугались и с помощью учителей покинули здание школы. В результате такого неожиданного нападения несколько учеников получили осколочные ранения и телесные повреждения. Очевидцы говорят, что ранили невинных детей. В настоящее время на месте происшествия работает правительственная комиссия для установления суммы материального ущерба от военной интервенции Кыргызской республики. По предварительным сведениям, ущерб, нанесенный гражданам Таджикистана и народному хозяйству страны, превышает несколько миллионов самони. Из-за беспредела кыргызских военных более 50 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в более безопасные места. Население таких крупных сел, как Варух, Черкух, Сурх, Черкишлак, каждая из которых насчитывает от 15 до 40 тысяч человек, оказалась в опасности. Кыргызские военные сожгли 21 дом граждан Таджикистана в населенных пунктах, находившихся недалеко от водного сооружения «Головное». Сегодня кыргызская пресса, социальные сети, активисты, ученые, НПО пытаются создать через всемирную паутину общественное мнение, будто бы Таджикистан – агрессор. Таджикские военные совершили акты насилия. Одновременно в разных местах на границе были организованы провокации. Открыта стрельба по таджикским заставам, по таджикским домам.
Только после этого таджикские военные вынуждены были принять ответные меры. Да, ответные меры оказались довольно серьезными, сильными, неожиданными для кыргызских военных, и они потерпели большую неудачу. И сегодня они хотят себя оправдать именно тем, что начинают клеветать на таджикскую сторону. Другого средства у них вроде бы нет. В то же самое время анализ конфликтов, возникавших на таджикско-кыргызской границе, показывает, что в 80% случаев провоцировали конфликты представители кыргызских общин и военные Кыргызстана. И во время кровавых событий периода СССР в 1974 и 1989 годах именно кыргызы из охотничьих оружий расстреливали безоружных жителей таджикских сел. В свете происшедших событий на таджикско-кыргызской границе 29 апреля 2021 года уместно вспомнить, что Кыргызстан и кыргызы, получив государственную независимость, пытаются стать доминирующей силой в регионе ЦА путем террора и насилия, пиратства и разбоя, последовательно сужая сферу влияния других народов в экономике и торговле. Примером этому служат два ожских события 1990 и 2010 годов, когда был устроен настоящий геноцид по отношению к узбекскому народу. Хотя многое сегодня кыргызские власти замалчивают. В 2010 году более 400 тысяч узбеков вынуждены были покинуть Кыргызстан. Несколько тысяч погибли в ходе резни, учиненной кыргызами в Оше, Джалалабаде, Узгене. Несмотря на то, что большинство беженцев вернулось домой, но в населенных преимущественно узбеками городах произошел полный передел сферы влияния. Кыргызы прибрали к рукам не только управление, но и бизнес в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства. К сожалению, в Кыргызстане вопрос границы используется как разменная монета для того, чтобы заработать политические очки. Для того, чтобы во внутриполитической борьбе киргизские политические деятели повысили свой рейтинг, наиболее таким приемлемым, наиболее таким удачным вопросом является именно вопрос приграничья. Почему? Потому что надо нарисовать образ врага и сказать людям: вот, они защищают интересы Кыргызстана, интересы нации, интересы своего народа. И оказывает воздействие на патриотическое чувство граждан. Они только не понимают, что затевают очень опасную игру. Не дай бог эти конфликты перерастут в межэтническое столкновение. Не дай бог сюда будут вовлечены еще другие силы. Тогда это будет очередная горячая точка на планете. Вот какая опасность грозит. С этим шутить не надо. Надо отдавать отчет в своих действиях. Почему-то политики кыргызские пока этого не понимают. Кыргызстан не только раздирает внутриполитическая борьба, но кыргызы не могут строить отношения и со своими соседями.
Постоянные конфликты с Таджикистаном, Узбекистаном и Казахстаном подрывают доверие не только к руководству этой страны, но в целом к кыргызскому народу. Не назовешь гладкими и межгосударственные отношения Кыргызской республики с КНР, которая щедро финансировала экономические проекты в Кыргызстане, а взамен китайским политикам часто приходилось слышать из уст своих кыргызских коллег оскорбительные и унижающие достоинство китайских граждан слова и выражения. И отношения с северным соседом не безоблачные. Чуть что сыплются в адрес казахов обвинения, угрозы. В целом Кыргызстан сегодня выглядит в глазах своих партнеров недоговороспособным государством. Еще свежи в памяти недавние переговоры с Узбекистаном, после которых руководство Кыргызстана громогласно заявило, что с Узбекистаном решены все приграничные вопросы. Однако, как только начались протесты со стороны населения, тут же новое руководство республики объявило о денонсации договора по Кампирабадскому водохранилищу и транспортному коридору для Сохского района, который в результате заселения связывающих его с остальной частью территории Узбекистана земель, как и село Варух в Таджикистане, превращен в анклав. Договора и договоренности нарушаются Кыргызстаном регулярно при ведении переговоров по границе. Основная причина – слабость власти. Ее постоянная зависимость от капризов граждан, избирателей, частая смена президентов, правительств. Для политических деятелей наиболее легким способом повышения рейтинга является граница и образ внешнего врага. Таким врагом выбраны таджики, живущие в приграничной зоне. Кыргызские политики постоянно рисуют образ ползучего мигранта, ненасытного соседа, посягающего на кыргызские земли. Во-первых, для тех, кто не знает историю народов России, хочу напомнить, что кыргызы являются выходцами из Сибири, из Алтая, и относятся к большой семье алтайских народов, к наследникам великой алтайской цивилизации. А конфликты провоцируются специально для того, чтобы одержать маленькие победы, сильно воздействуя на национально-патриотические чувства кыргызов. Так, за последние годы в результате спровоцированных кыргызскими политиками конфликтов закрылись пограничные дороги, рынки, свернулась торговля, сотрудничество в области туризма, образования, здравоохранения. Население кыргызских аилов, чей доход зависел от приграничной торговли, понесло огромный ущерб ввиду отсутствия возможностей быстро и выгодно продавать излишки сельхозпродукции, по низким ценам приобретать товары в расположенных недалеко крупных промышленных центрах Таджикистана. Кыргызским политикам, кажется, сегодня нет дела до простого народа. Важно укрепиться у власти, получить доступ к новым источникам дохода, становиться богаче и влиятельнее. Во имя этой цели готовятся провокации, устраиваются конфликты, приносятся в жертву интересы простого народа, иногда и жизни людей. Я неоднократно в своих выступлениях говорил о том, что у киргизского правительства есть секретные планы, о наличии которых многие не знают. Политики хотят ввести в заблуждение кыргызский народ. Мы хорошо знаем, что Алайлякский район Кыргызстана, который составляет примерно 14% территории страны, это очень большая территория, находится как бы в транспортной изоляции. Району не иметь другой возможности связаться транспортными коммуникациями, не пересекая территорию Таджикистана. Вся остальная часть, она окружена высокими горами, и там прокладка коммуникаций практически невозможна. И поэтому единственный вариант – это надо обязательно пересекать территорию Таджикистана. Вот сегодня кыргызы для того, чтобы иметь свою дорогу, ведут такую политику, чтобы таджики, живущие в таких поселках, как Сумуньон, Ходжи, Ало, они покинули эту территорию. Они хотят выжать это население оттуда, чтобы получить прямое сообщение к Лайлаку. А Варух окончательно станет анклавом. Хотя мы прекрасно по истории знаем, что Варух никогда не был анклавом.
Ворух с остальной частью Таджикистана всегда соединился большим перешейком. Два берега реки – это были территории Таджикистана. Сегодня почему-то там находятся кыргызские военные. Спрашивается, не оккупация ли это? Глубокий и непредвзятый анализ данного события показывает, что именно действия военных структур Кыргызской республики идут вразрез с нормами международного права и представляют большую опасность для мира и стабильности в регионе. Ответное наступление. Но в том, что переговоры очень часто заходят в тупик, виновата исключительно кыргызская сторона. Почему? Потому что часто меняется состав комиссии. Они постоянно оказываются под давлением населения приграничных районов и тут же отказываются от подписанных ранее соглашений. Меняются президенты. Вот сегодня, если так посмотреть, сколько у них президентов поменялось за время независимости? Оскар Акаев в бегах. Бакиев тоже не может вернуться на родину. Атамбаев сидит в тюрьме. Сегодня хотят отобрать статус экс-президентов у Жээнбекова и Атунбаевой. Вот получается, что, не могут успокоиться, что ли? Таджикистан и таджики пережили гражданскую войну и знают, что такое горе, страдания, что такое голод, сотни тысяч беженцев. Поэтому мы никогда не желаем такой участи другому народу, в том числе кыргызскому народу. Мы хотим, чтобы в Центральной Азии всегда царил мир, царили атмосфера дружбы, сотрудничества. Но мы хотим также давать понять, что свою родину таджики всегда смогут защитить. У них есть хорошие вооруженные силы, люди, которые обладают опытом ведения военных действий. Они всегда дадут отпор любому, кто посягнет на целостность таджикского государства.